Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на февраль 2020 года для стрельцов. Колода Таро расскажет нам, что нас ждет по декадам. На 3 части месяц февраль поделим. Колода Ленорман расскажет, что будет у нас в отношениях, в работе и финансах. Теперь достанем сначала колоду Таро. Первые 10 дней февраля. Здесь выпадает у нас девятка пентаклей. Вторые 10 дней выпадает тройка чаш. И третья декада, старший аркан сила. Посмотрим, что ждет нас в любви, работе, финансах. Две карты на отношения. 3 карты на работу. Карта на финансы. И совет на месяц. Сначала посмотрим карты Таро, что нам говорят. Первые 10 дней у нас будет карта девятка пентаклей. Девятка пентаклей говорит о каких-то очень больших достижениях в плане финансов, в плане карьеры. Могут быть какие-то дорогостоящие покупки вплоть до недвижимости. Могут быть средства роскоши, автомобиль. В общем, все, что нас радует, красивое, создает уют, вызывает восхищение, все это может быть приобретено. А если говорить о карьере, то могут быть какие-то повышения, достижения каких-то высоких результатов, почет, внимание со всех сторон, исполнение каких-то наших желаний. А если это отношения, здесь вот скорее всего мы будем как-то на фоне своего партнера выделяться. Но, возможно, это действительно такой момент в жизни, когда мы многого достигли, и вот на нас партнер как-то все свое внимание обращает, да, и мы вот гордимся собой. Но если иметь в виду отрицательную сторону этой карты, то тут можно заняться таким самолюбованием и полностью забыть про своего партнера. То есть тут не нужно забывать о благодарности, о том, что мы не одни, чего-то добиваемся, да, и разделить вот это свое внимание, почет, разделить с партнером. Дальше у нас вторая декада, тройка чаш. Замечательные тоже здесь возможности для того, чтобы отпраздновать победы какие-то наши. Здесь вообще исполнение желаний наших сердечных, исполнение желаний заветных, которые касаются работы. В общем, все, что нам дорого, все, что нам нравится, всякая романтика, это как раз у нас второй период февраля, хотя, в принципе, он у нас совпадает как раз с Днем влюбленных, поэтому это естественно, да, что у нас будет такой период романтики и подъема такого внутреннего. Ну и вообще все наши желания исполняются. Вот праздник у нас прям буквально 10 дней у нас здесь длится. В конце февраля последняя десятка, здесь карта сила появляется. И, скорее всего, у нас здесь действительно будет возможность привлечь к себе внимание. Такое ощущение, что мы весь месяц привлекаем к себе внимание. Вот особенно в конце, когда мы действительно, скорее всего, его заслуживаем. Да? То есть мы и тут заслуживаем, но здесь у нас старший аркан. Это будет внимание даже со стороны высших сил к нам. То есть все будут возможности к нам обращены, все люди будут видеть в нас самые лучшие качества. Мы можем проявлять здесь свои творческие какие-то способности. А у нас будет как бы чувство такой любви к себе, ко всему, ко всем. Кстати, если, допустим, кто-то без пары, вполне есть возможность встретить человека, который влюбится просто с первого взгляда. Также здесь вот возможность проявлять себя лицом, то есть внешностью своей привлекать людей. Здесь вот может быть удачны очень какие-то заработки, да, с помощью, допустим, видео, там, телевидения или еще чего-то.
В общем, здесь действительно нам нужно проявлять себя, привлекать к себе внимание, и это даст возможность нам себя реализовать, заработать, получить все необходимое в плане любви, чувства, удовлетворить, да, свои желания. В общем, здесь действительно все замечательно. Также карта хорошая для детей. Все, что касается детского вопроса, здесь тоже удачно, есть возможность все это реализовать. И вообще, вот по этой карте нужно обязательно проявлять инициативу, то есть нельзя оставаться в тени ни в коем случае. Теперь отношения. Отношения для стрельцов, те, кто в паре находится. Здесь выпадает у нас карта дерева, но оно у нас здесь в снегу. То есть какие-то вопросы нужно будет отложить до лучших времен. Это может быть касается того, в чем вы друг друга не понимаете, либо здесь могут быть какие-то вопросы здоровья, да, что нужно будет уделить внимание этому вам обоим или партнера одного. Кроме того, здесь могут решаться какие-то вопросы вот с домом, с недвижимостью очень медленно. Хотя оно все равно решится, просто будут такие периоды задержек. Также вот карта может напрямую говорить о том, что неплохо было бы вам вместе съездить куда-то на природу, несмотря на то, что сейчас зима и где-то снег, холодно, просто одеваться потеплее и обязательно подышать этим свежим воздухом, полюбоваться красотой и так далее. И, конечно же, нужно обязательно избегать агрессии, иначе вот могут вот эти возможности, которые здесь есть, они могут быть скрыты от вас, да, то есть нужно обязательно правильно себя вести, чтобы не было, в общем, чтобы не ставить себя во главу угла, да, надо, чтобы было такое вот равноправное отношение друг к другу, уважительное отношение, чтобы учитывались интересы обеих сторон. Для тех, кто ищет партнера, есть действительно возможность встретить человека очень влиятельного, состоятельного, при власти, человек, который уже много добился. Может быть, это человек старше по возрасту вас, но он действительно вам может по судьбе подходить. Но это вот карта изображает медведя, который действительно ведет себя очень даже агрессивно, напористо. Скорее всего, он голодный, да. Здесь вот у нас зима изображена, и он проснулся только от зимней спячки, и вот ему хочется срочно есть, и он уже не посмотрит, кто ему в лапы попадет. И вот нужно быть осторожным. Когда вы знакомитесь с кем-то, да, нужно как-то держать дистанцию, держать расстояние, уважительно обходиться с людьми, которые выше вас по званию, да, и, может быть, большего в жизни там добились, высокое положение в обществе занимают. То есть нужно с уважением относиться и держать дистанцию для того, чтобы действительно все реализовалось как можно лучшим образом. То есть пусть он, этот человек, удовлетворит какие-то свои инстинкты лучше за счет кого-то другого, да, допустим, можете попасть просто под горячую руку, вот это нежелательно здесь. Теперь посмотрим работу. Работа для тех, кто уже имеет работу, занят своей деятельностью. Да, вот здесь опять у нас очень часто в этом месяце выпадает карта крыс, либо какие-то излишние расходы, излишние какие-то, может быть, траты, именно которые касаются деятельности. Может быть, расходы на какую-то рабочую технику или еще что-то такое. В общем, то, что как бы вытаскивает деньги, да, из вашего кармана. Кроме того, может быть в коллективе какой-то недоброжелатель, который своими там неприятными словами за спиной, сплетнями и так далее, да, портит вам настроение, репутацию и так далее. То есть нужно правильно себя вести, нужно ограждать себя от таких людей, не рассказывать ничего лишнего о себе, пресекать вот эти сплетни. Ну и, конечно же, если, допустим, кто-то на вас нападает, действительно, нужно защищаться обязательно. Если говорить о самом процессе деятельности, то нужно
стараться сделать все, чтобы вы были полезны, чтобы не попасть, допустим, под сокращение, да, или чтобы вам не сказали, что в ваших услугах не нуждаются. Нужно обязательно сделать так, чтобы ваше присутствие было, ну, как бы очень нужно, очень полезно. Для тех, кто ищет работу, выпадают карты птицы. И здесь есть возможность либо через других людей узнать информацию и устроиться, допустим, на работу, либо здесь вот вы можете впустую провести этот месяц, вы можете, в принципе, искать, вы можете использовать все возможности, но, может быть, время, допустим, не пришло. То есть здесь и так может быть, но в любом случае нас здесь карта призывает все время о себе говорить, все время спрашивать у всех людей, допустим, то, что вас интересует. В общем, информация здесь ваше все. Она как раз вам и поможет. А там дальше вот слушайте себя, слушайте свою интуицию для того, чтобы действительно получить то, что вы хотите. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта «Клевер». Замечательная возможность для того, чтобы реализовались какие-то ваши задумки, чтобы были какие-то важные, может быть, договоры заключены, двоечка, да, могут клиенты какие-то приходить, может быть, будет не такая уж большая прибыль, но очень приятная, да. В общем, вам будет очень вести в феврале, но нужно обязательно соблюдать законы жизни, то есть нужно, чтобы труд наш приносил пользу, нужно, чтобы это было действительно чем-то важным для людей. Отношения здесь очень важны между людьми, да, то есть, допустим, как мы к клиентам относимся, хотят ли они после первого раза, да, обратиться к нам второй раз и так далее. То есть вот здесь вот тоже это все нужно учитывать. И здесь вот приветствуется простота в общении, то есть не нужно слишком уж усложнять вот то дело, в котором вы работаете. Вот карта говорит о том, что чем проще, тем лучше, тем больше будет к вам внимания, уважения, доверия и так далее. Ну и, конечно же, соблюдать свои договоренности, правильно все, неправильно, а как выполнять свои обязанности как можно более профессионально, соблюдать какой-то режим. Нужно обязательно, чтобы все было прописано, чтобы были планы какие-то для того, чтобы правильно организовывать день, и следить за здоровьем, чтобы из-за вашего плохого самочувствия не пострадало ваше дело. Теперь посмотрим финансы и совет. Финансы для стрельцов выпадает карта «Собака». Очень хорошая возможность есть получить прибыль совершенно с неожиданной стороны. Скорее всего, она будет связана либо со старыми какими-то клиентами, либо со старым направлением деятельности, которое вам уже привычно, и много раз уже вы получали оттуда деньги, прибыль. Кроме того, здесь карта может говорить о том, что нужно защищать еще свои финансы, нужно доверять информацию какую-то самую важную только близким людям, проверенным. И, конечно же, здесь нужно помнить о том, как мы используем деньги. То есть, если, допустим, мы деньги используем на благо других, видите, у нас здесь вот как бы повторяются карты, да? Если мы правильно используем деньги и от них действительно становится кому-то лучше, то тогда они у нас прибывают, возрастают наоборот. То есть мы даже с помощью денег можем как-то улучшить свою судьбу. Ну, допустим, помощью кому-то. Да? Вот видите, здесь темный такой лес непроходимый. Это как карма, как судьба у нас. Да? А здесь человек, которому нужна помощь, допустим, да? Или там живое существо любое. И вот мы, если будем тратить деньги на тех, кому это нужно, пусть даже небольшие, мы можем улучшить свою судьбу значительно. Совет для стрельцов на февраль месяц выпадает карта «Букет». И она говорит о том, что вы уже многого добились, но уже заканчивается вот тот цикл жизни, который у вас
сейчас вот есть, да, то есть вы уже многого добились, вы многому научились, вы привлекаете внимание, вы действительно человек какой-то особенный, который отличается от других, и это чувствуют люди. Но уже букет завял, то есть он красивый еще, он еще пышный, да, но вот-вот уже не останется даже лепестков, либо вот засохнут цветы. То есть нужно обновляться, нужно добавлять знаний, нужно, может быть, как-то по-другому себя представлять, позиционировать. Кроме того, это у нас внешность. Может быть, для кого-то нужно заняться весом, да, допустим, снизить вес, может быть, нужно. Заняться своим обликом, внешностью, прической. Может быть, что-то поменять там, в макияже для женщин, в одежде и так далее, и так далее. То есть то, как нас видят другие люди, нам нужно вот это впечатление поменять, обновить. То есть мы неплохо выглядим, но есть возможность лучше, то есть нельзя застаиваться. Нам самим будет лучше от того, энергии обновятся, если мы что-то поменяем. Девятка – это окончание цикла, нужно что-то новое уже в жизнь вносить. Друзья, прекрасного месяца желаю, чтобы все самое лучшее сбывалось, чтобы вас жизнь радовала, и рядом с вами всегда были любимые, любящие люди. Всего вам доброго, до новых встреч.